вот в Соединенных Штатах, там, скажем, ну, я не знаю, 60-70% абсолютно болезненное физиологически население, очень полное. И четко работает две команды. Одна команда работает на то, чтобы люди были полными, а полнота – это что такое? Это, прежде всего, сахар. Вот у меня дома сахара нет, это не пищевой продукт. Если бы сейчас сахар изобрели, ну, никто бы не разрешил его использовать как пищевой продукт. Это просто традиция сложилась. Сахар просто полностью разрушает, значит, вот, обменный процесс в организме, и его употреблять просто нельзя. Я его не употребляю. То есть просто не бывает у нас сахара. Я могу там меда ложечку съесть, или там сладкие фрукты, или что-то еще. Но уж ни в коем случае не сахар. Значит, белая мука. Это мука, которая, вы знаете, как она делается. Вначале отбивается росточек из каждого зерна. То есть то самое ценное, что есть в зерне, оно изымается. Остается белая мука. А почему изымается? А потому что это интересы корпораций. Потому что если оставить зернышко в муке, то эта мука не будет храниться. Она быстро прогоркнет, потому что зернышко – это жиры, там, витамины и все остальное. Это не позволяет муке долго храниться. Или, допустим, я вот был как-то в новосибирском городке. Вот там ученые-исследователи мне вот это показывали подробно, рассказывали. Я давно это было, записывал даже все книжку. По-моему, Е934 добавка. Это производная аспаргиновой кислоты. Они мне показывали вот жевательную резинку. Ведь жевательная резинка, вы когда ее открываете, да, посмотрите, проверьте, там будет написано «sugar free». То есть без сахара, да? Но когда вы берете жевательную резинку, она сладкая. В чем же секрет? Потому что там есть подсластитель Е934. Это производные аспаргеновой кислоты. А аспаргеновая кислота, на всякий случай, это боевое отравляющее вещество, которое применяется для совершения операции лоботомии, разделения левого и правого полушария, если полноценное отравляющее вещество. Потому что, вы знаете, иногда хирургически делают. Но можно добиться того, что у человека не будет целостного мировоззрения. Левое и правое полушарие, одно из них у нас предметно-образное, другое абстрактно-логическое. И человек – это когда вот они взаимодействуют эффективно, эти два полушария. Лоботомия с помощью аспаргеновой кислоты производится. Из жевательной резинки аспаргеновая кислота, попадая в организм, уже никогда не исчезает. Она просто накапливается. И если человек постоянно жует резинку, там видели, может, на стадионах таких людей, посмотрите в их глаза. У них глаза так немножко в разные стороны. То есть это уже нарушена психика и нарушена система анализа информации. Вот, поэтому есть такие очень понятные, простые вещи, но их вам никогда никто не будет доводить вот, в официальной литературе. Почему? А вот Пушкина вам напомню, он говорил: «И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов». То есть, к сожалению, вот все, что пишется, все, что подается на телевидении, там на первом плане стоят интересы транснациональных корпораций. И вот привить вам чувство меры, привить вам развлечения, где, чтобы вы посмотрели что-то и понимали, а зачем же это? Это что, мне добра хотят? Или решается какая-то задача? Вот чтобы вы обладали таким свойством, в Коране даже есть отдельная глава, называется «Фуркан». Это развлечение. Вот это очень важное качество человека. Если вы не обладаете вот этим качеством развлечения, то вас можно разводить, как нынче говорят, как лохов, да? И задача, в общем-то, сегодняшней ситуации – превратить в конечном счете нашу молодежь в планктон, на котором можно делать деньги. Вот я хочу, чтобы студенты нашего университета в этом разбирались, понимали это, и чтобы они не оказывались в этой ловушке.